Согласно отчету авторитетного журнала Science, история человечества в самом широком смысле этого слова насчитывает по меньшей мере 2 миллиона 800 тысяч лет. Ученые до сих пор спорят, с какого именно момента вести этот отсчет. Однако даже самые яркие умы антропологии вряд ли выступят против заявления о том, что на протяжении всего своего существования человечество боролось как с внешней средой, так и между собой. При этом в кровавых и беспощадных битвах наши предки не всегда преследовали благородные цели. Захват новых территорий, непрекращающаяся межклановая война, необходимость оборонять накопленное – все это сопровождает человека на протяжении многих веков. Хочется верить, что современный уровень развития цивилизации, переживший тысячи войн и сотни миллионов погибших, обладает наивысшей степенью социальной ответственности перед будущим поколением. Как бы то ни было, история расы людей немыслима без важной воинской составляющей. История боевых искусств настолько же древняя, как и история человечества. Самые ранние задокументированные свидетельства о существовании боевых искусств восходят к тысячелетиям до нашей эры, но истинную хронологию происхождения единоборств реконструировать невозможно. Вероятнее всего, унаследованная от предков модель человеческой агрессии вдохновила людей разумных на развитие практики борьбы голыми руками и подручными средствами. С ходом времени концепция борьбы ради выживания перешла в стадию искусства, ту самую, которая позволила довести единоборство до совершенства, превратив их из исключительно прикладного орудия ведения боя в систему физического и нравственного воспитания. Несмотря на то, что в семантической основе боевых искусств лежит тот же корень, что и в термине «бой», большинство известных на сегодняшний день видов единоборств несут в себе концепцию самообороны. Так сколько же всего существует видов боевых искусств в мире? Вряд ли найдется на нашей планете ученый, который с точностью хотя бы до сотни подсчитает общее количество различных стилей, школ и направлений боевых искусств. Сообщество единоборцев в сети интернет дебатирует на эту тему с завидной регулярностью. Кто-то, ссылаясь на региональные особенности Китая и Японии, уверяет, что только в этих двух странах насчитывается более 10 тысяч различных направлений единоборств. Им оппонируют энтузиасты, которые пытаются формализовать перечень наиболее популярных школ боевых искусств. В настоящий момент на их сайте насчитывается 1037 стилей из 29 стран мира. Самое раннее доказательство наличия боевых искусств в культуре нашей цивилизации – это художественное изображение боев и упоминание их в литературе. Так, египетская фреска, датированная 3400 годом до нашей эры и изображающая военную подготовку в Бени-Хасане, пока является старейшим из известных художественных изображений единоборств. Одни из наиболее древних видов боевых искусств относятся и к китайской культуре. Историки утверждают, что живший в 17 веке до нашей эры легендарный Хуанди, Желтый император, считающийся первопредком нации, писал трактаты не только о медицине и астрологии, но и о боевых искусствах. Согласно статистике наших китайских коллег, различными направлениями ушу занимается около миллиарда человек. Мы не будем с этим спорить. Отметим лишь, что на территории Китая действительно очень развита практика занятия дыхательной гимнастикой. В выходные парки переполнены людьми, которые своими плавными движениями вызывают удивление и восхищение туристов. Индия, Корея, Япония. Эти страны, наравне с уже упомянутыми, тоже являются историческими центрами боевых искусств. Одним из самых известных видов является карате. Из всего многообразия разновидностей карате особняком стоит полноконтактный Киокусинкай. Его основатель Сасай Масутацу Ояма
стал для японцев, увлеченных единоборствами, героем не меньшим, чем великий ронин Миямото Мусаси. Отрадно, что практически все популярные в мире виды единоборств нашли свое достойное место в сердцах поклонников боевых искусств из России. Сегодня нет такого вида боевых искусств, где бы не выступали наши бойцы. И, как правило, они занимают одни из лидирующих позиций в рейтинге лучших сборных мира. История развития боевых искусств в России имеет как взлеты, так и падения, причем самые невероятные. В отличие от многих других стран, где единоборства традиционно воспринимались как инструмент физического и идеологического воспитания молодежи, в Советском Союзе карате, а именно так называли все, что было связано с восточными единоборствами, попало под запрет. Как ни парадоксально, этот запрет был вызван бурным ростом популярности единоборств. Все началось с того, что в 60-е годы, во времена хрущевской оттепели, развивающиеся международные связи СССР затронули и спортивное направление. По всей стране спонтанно открывались секции, в которых обучали японскому боевому искусству, покорившему мир. Точное число каратистов в нашей стране никто не мог назвать, но оно было огромным. Настоящий бум карате начался после выхода на экраны легендарного фильма «Пираты 20 века» режиссера Бориса Дурова. Актерский состав первого советского боевика от 1979 года тренировался под руководством Тадеуша Касьянова, легенды советского карате, сыгравшего роль боцмана. В роли пирата Салеха снялся Талгат Нигматуллин, известный актер и чемпион Узбекистана по карате. После выхода этого фильма секции карате по всему Союзу уже просто не могли принять всех желающих. По официальным данным, в СССР этим видом единоборств занимались несколько сот тысяч человек, по неофициальным — около 8 миллионов. Бурное развитие карате продолжалось недолго. Уже в начале 80-х власти стали смотреть на него с опаской. Вскоре Госкомспорт СССР запретил этот вид единоборств по всей стране. Более того, за обучение карате можно было получить не только солидный штраф, но и тюремный срок. 10 ноября 1981 года Президиум Верховного Совета РСФСР принял два указа: об административной ответственности за нарушение правил обучения карате и о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, статья 219 «Незаконное обучение карате». Согласно указу, запрещалось обучать карате даже в частном порядке. Статья 219 гласила: нарушение установленных правил открытия секций спортивного карате или набора в них граждан, либо обучение в секциях приемам, запрещенным спортивными правилами, а также самовольное, без разрешения соответствующих органов, обучение приемам карате, совершенные после применения административного взыскания за такие же нарушения, наказывается лишением свободы на срок до 2 лет или штрафом. По факту, уголовная ответственность за обучение карате наступила в 1982 году. Разумеется, были и показательные процессы для того, чтобы продемонстрировать всю серьезность наказания за обучение карате. Так, на 8 лет в тюрьму отправился легендарный тренер Алексей Штурмин. Кроме того, почти 2 года в заключении провел уже упомянутый нами мастер Тадеуш Касьянов. 18 декабря 1989 года Госкомспорт СССР принимает постановление номер 9/3 о развитии восточных единоборств в СССР. Так началась вторая волна популярности боевых искусств в нашей стране. Колоссальное влияние на развитие боевых искусств в международных масштабах оказал кинематограф. Первые герои кино, которые на профессиональном уровне демонстрировали красоту и эффективность единоборств, стали для миллионов зрителей образцами для подражания. В 90-х годах по всему Советскому Союзу стены детских комнат пестрили плакатами с изображением легендарных Брюса Ли, Чака Норриса, Жан-Клода Ван Дамма, Джеки Чана, Дольфа Лундгрена, Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне. Появился и новый жанр в кинематографе — экшен.
который советские энтузиасты-прокатчики переназвали боевиком. Поколению людей, родившихся в новой России, возможно, покажется невероятным тот факт, что 30 лет назад их родители специально приходили в дома культуры и даже частные квартиры, чтобы посмотреть голливудские фильмы. Это выглядело таким образом. В центре комнаты стоял квадратный телевизор с выпуклым экраном, по которому с кассетного видеомагнитофона в чудовищном качестве показывался боевик. Понятное дело, что советской молодежи, которая не видела ничего подобного, было крайне интересно, где можно заняться боевыми искусствами. Здесь бомба, слышишь? Мы периодически общаемся со звездами большого спорта, ставшими героями Голливуда. Зачастую удивляем их тем, какое влияние они оказали на нашу национальную культуру в области спорта. В свою очередь, звезды большого кино не остались в накладе и с большой благодарностью высказываются в отношении россиян. Я был в России несколько лет тому назад. Хочу от всего сердца поблагодарить вас. Россияне очень крутые, умные и сильные люди. Чего еще можно желать? Прежде всего, позвольте мне сказать следующее. Я большой поклонник России. Невероятная вещь. Мой отец воевал в России против русских людей в ходе Второй мировой войны. И вот мы, новое поколение, стали друзьями. Я уважаю вашу страну. Любовь к России появилась у меня в те времена, когда я мечтал стать тяжелоатлетом. Помню, как в 1961 году в Вене я увидел Юрия Власова. Он только что выиграл чемпионат мира по тяжелой атлетике. Меня восхищала в нем не только невероятная сила, но и высочайший интеллект. Затем появился Жаботинский, который отобрал корону у Власова в 1964 году. Потом был Алексеев. Ваша страна родила огромное количество чемпионов по тяжелой атлетике. Я приезжал в Москву, на Красную площадь для съемок фильма «Красная жара». Это было прекрасное время. После этого я еще несколько раз приезжал в Россию, встречался с Юрием Власовым и многими другими моими друзьями. Меня зовут Жан-Клод Ван Дам. Хочу передать огромный привет всем моим поклонникам и фанатам ММА в России. Спасибо вам за то, что помогли мне достичь моей мечты. Меня бы не было без вас. От всего сердца целую тебя, Россия. Спасибо. Во время подготовки к этому фильму нам удалось встретиться с одним из самых харизматичных актеров-бойцов Дольфом Лундгреном. Помимо того, что Дольф снялся в огромном количестве фильмов, он является заслуженным мастером карате. В 1977 году Лундгрен выиграл титул чемпиона Швеции, который удерживал 3 года. В 1979 году принял участие во 2-м чемпионате мира по карате. Нокаутировав 2 противников, Дольф вышел на фаворита турнира – японца Макоту Накамуру, который был значительно тяжелее молодого шведа. В тяжелом бою Накамура сумел выиграть в дополнительном раунде судейским решением. Этот бой стал самым тяжелым для Накамуры, который в итоге и выиграл чемпионат. Словом, спортивные достижения Лундгрена столь же брутальны, как и его образ в кинематографе. Привет. Привет, я Дольф Лундгрен. Мы находимся в Санта-Монике, и я хотел бы сказать несколько слов моим российским поклонникам. Мне приятно беседовать с вами, друзья, так как я много раз был в России. Меня всегда здорово встречали, и я испытывал только самое лучшее к себе отношение. Моей первой ролью в кино был русский боксер в фильме «Рокки 4». Это одно из лучших в моей профессиональной жизни воспоминаний. Мне очень приятно, что в вашей стране так любят этот фильм и героя, которого я сыграл. Я встречался с Масутацу Оямой несколько раз. В первый раз на чемпионате мира в 1979 году. Помню, он сидел за столом, а я стоял в очереди, чтобы взять автограф на его книге. Эту книгу я читал раз 100, не меньше. Когда подошла моя очередь, то я от волнения стал трястись. Ояма подписал книгу, и я ушел. В следующий раз я уже тренировался под его руководством в Хомбу Додзё.
На тот момент я еще не снимался в фильмах. Ояма посадил меня в первый ряд, так как я был иностранным студентом. К тому времени у меня был черный пояс. Помню, как мы прошли круговую тренировку, то есть все сразу по кругу в течение 1,5 часов. Когда он разрешил нам присесть, все были несказанно счастливы. После этого Ояма стал говорить, естественно, по-японски. 5 минут, 10, 15, 20 минут. Мы сидели на коленях на деревянном полу. Наконец, примерно через полчаса Ояма заявил: «Можете встать». Я попытался оторвать ноги от пола, но почувствовал жесточайшую боль. Я слышал, как люди за моей спиной падали в разные стороны. В третью нашу встречу я был звездой кинематографа. Ояма был очень добр ко мне. Теперь уже я подписывал постеры для него, которые повесили в его офисе. Я запомнил его как сердечного и увлеченного человека. Кроме того, он был физически сильным бойцом карате. Мне кажется, что его стиль карате как раз этим и отличается. Он учит людей быть сильными. Когда я начинал заниматься киокусин, было 2 типа боев. Вуко — бесконтактные бои, где выставлялись очки, и додзё файтинг. Так было еще до первого чемпионата мира. Я вырос на додзё файтинг. У нас на руках были маленькие перчатки. Мы имели право наносить удары в лицо, выполнять хизагири, бить в корпус и ноги, делать подсечки и броски. На самом деле было очень здорово. Это что-то очень похожее на ММА. Ояма был очень умным человеком. Он является первым, кто все это ввел в кумите. Потом появился К1, а затем и ММА. Поэтому я думаю, почему бы не попробовать вернуться к корням. Если включить удары в лицо, то это изменит поведение боя. В действительности иногда бои по киокусин выглядят немного скучно. Если встречаются 2 бойца с одинаковым стилем боя, они утыкаются друг в друга головами и молотят, пока один из них не упадет. Когда я дрался во 2-м чемпионате мира, мы могли захватывать соперника, подсекать его, бросать и заработать иппон. Например, если удалось провести хороший маваши-гири, а затем аши-барай, бой мог закончиться иппоном. Бойцам приходилось быть осторожными, а сам бой становился более тактически интересным. Поэтому включение забытых техник — хорошая идея. Боевые искусства в современном мире достигли, пожалуй, пика своего развития. В первую очередь речь о смешанных единоборствах. Историки с упоением могут рассказывать о том, что ММА — это современная версия древнегреческого панкратиона, входившего в программу античных Олимпийских игр. Легенды называют создателями панкратиона древнегреческих героев Тесея и Геракла. Тесей с помощью боевого искусства, совмещающего удары и борьбу, победил Минотавра. Геракл, в свою очередь, продемонстрировал технику боев без правил в схватке с немейским львом. Звучит это, конечно, забавно, но в простой интерпретации известные нам сегодня смешанные единоборства и в самом деле базируются на принципах древнегреческой борьбы. Самый известный чемпионат по ММА проводит промоутерская компания UFC. Название можно вольно перевести на русский язык как «Абсолютный бойцовский чемпионат». Первый официальный турнир UFC прошел 12 ноября 1993 года на спортивной арене МакНиколс в американском Денвере. Главной интригой боев был вопрос, может ли борец победить боксера. Ответ на него дал победитель UFC 1 Ройс Грейси, представитель бразильской школы джиу-джитсу. Несмотря на то, что организация действовала под громким девизом «Бои без правил», это было не совсем точно, так как UFC изначально был создан с определенными ограничениями. Не разрешалось кусаться и выдавливать глаза, а захваты за волосы, бадание головой, атаки в пах и цепляние пальцами за щеку хоть и дозволялись, но не одобрялись. После серии чудовищных поединков, где была применена эта самая дозволительная техника, UFC формализовали правила ведения боя и направили ММА в более спортивное русло. После покупки UFC японского Pride и сворачивания деятельности турнира Affliction,
У американского монстра ММА осталось не так много соперников в данной спортивной нише. Основным можно считать американский чемпионат Bellator, организованный в 2008 году. В Bellator выступают и, что самое важное, побеждают российские бойцы. Президент UFC Дэйна Уайт никогда не скрывал своего желания переманить лучших бойцов России в свой чемпионат. Более того, на протяжении последних 10 лет, по признанию Уайта, лучшие промоутерские умы UFC просчитывали риски и возможную прибыль от проведения чемпионата в России. Я знаю, что у вас холодно, но весело. Это, в общем-то, все, что мне известно о вашей стране. Но я также знаю, что в России большое количество хороших бойцов. Есть отличные команды. В России огромный рынок смешанных единоборств, и мы хотим прийти в Россию. Нам потребуется какое-то время. У вас много талантливых бойцов. Поверьте мне, российский рынок очень важен для нас. В чем секрет успеха? Как только мы вывели наши турниры в прямой эфир на телевидение, наш бизнес резко пошел вверх. Вот что я скажу. Вы уже бывали на турнирах UFC? Да? Тогда вы понимаете, о чем речь. Я посещал плей-офф НФЛ, был на больших играх NBA и крутых боксерских турнирах, но они не идут ни в какое сравнение. Подобного лайф-ивента нет ни в одном другом виде. Как только мы вышли на рынок, нас стали бурно обсуждать, и мы, конечно, собираемся скоро прийти в Россию. Активная экспансия наших бойцов в UFC началась с появления в 2012 году в октагоне чемпиона мира по боевому самбо из Дагестана Хабиба Нурмагомедова. В апреле 2018 года Хабиб завоевал пояс чемпиона в легком весе, победив американца Элла Яквинта, а в октябре месяце на UFC 229 принудил к сдаче эпатажного ирландца Конора Макгрегора. Несмотря на благородные цели, которые несут в себе базовые основы любого единоборства, зачастую происходит так, что после ухода того или иного мастера его последователи не могут найти общий язык и начинают развивать собственные организации. К сожалению, происходит это часто и касается практически любого вида единоборств. В конечном счете, некогда сильная международная организация разваливается на несколько автономных объединений, каждая из которых не желает иметь с коллегами ничего общего. Разумеется, это печальное обстоятельство отрицательно сказывается на самом виде спорта, поэтому задача объединения различных ветвей одного стиля в единую ассоциацию – одна из первоочередных для мира боевых искусств. В этом смысле Россия сделала самый большой шаг к выстраиванию глобальных централизованных структур, отвечающих за отдельные дисциплины и работающих в рамках единого эффективного механизма. В июне 2005 года был создан Российский союз боевых искусств, сопредседателями которого являются Юрий Трутнев, 6-й дан Киокусинкай, и Сергей Кириенко, 5-й дан Айкидо Айкикай. Эта организация объединила 65 всероссийских спортивных федераций и организаций, которые представляют различные стили и направления боевых искусств и спортивных единоборств, наиболее активно развивающиеся в Российской Федерации. На сегодняшний день в России боевыми искусствами занимаются свыше 4,5 миллионов человек. В 75 регионах России РСБИ имеет свои филиалы. Ежегодно РСБИ организует два крупных проекта. Первый – международная матчевая встреча «Битва чемпионов», которая проводится в двух форматах. Сборная России против сборной мира. Это мероприятие, где сильнейшие спортсмены России встречаются в поединках с лучшими бойцами мира. Школа против школы. Национальное мероприятие в соответствии с универсальными международными правилами. Знаете, пожалуй, Россия единственная страна в мире, которая может позволить себе вот такую вещь, как битва чемпионов, сборная России против сборной мира, когда мастера одной страны
в состоянии реально бросить вызов лучшим бойцам всех стран мира. Причем, знаете, что важно, родоначальникам этих видов единоборств. Потому что понятно, когда наши самбисты вызывают мастеров самбо со всего мира, мы родоначальники этого вида спорта, но сейчас наши ребята в ушу выходят против китайцев, в киокушине выходят против японцев. Вот это, честно говоря, это такой предмет национальной гордости. Пожалуй, такое могут только наши. Это с одной стороны. А с другой стороны, я считаю, что вот эта 10-я битва чемпионов, она уже показывает, что мы собираемся не для того, чтобы доказать кому-то, что мы сильнее. Вот настоящая сила, она не требует подтверждений, внешних доказательств. Для ребят, которые выходят сегодня на татами, на ринг, для них, конечно, очень важно, что они защищают флаг России. Но для них очень важно показать свое искусство. Все-таки это боевое искусство. Показать свое мастерство с полным уважением к противникам. Вот меня очень радует, что сегодня зал нашим зарубежным гостям хлопал не намного слабее, чем нашим ребятам, с большим уважением, потому что думаю, что в зале среди зрителей огромное количество ребят, которые много лет занимаются боевыми искусствами или только ступили на этот путь, но базовая вещь — уважение к противнику — это то, что в них их наставники закладывают с первых дней их пути в боевых искусствах. И мне тоже кажется, что это очень важно и для боевых искусств, и для спорта в целом, да, в общем, и для жизни тоже. Поэтому согласен с вами, невозможно закрыть информационное пространство для боевых искусств. Есть интернет, есть, в общем, возможность поддержки сегодня со стороны государства. Давайте вспомним, когда мы с вами начинали заниматься боевыми искусствами, все было совсем по-другому, да? Я помню эти подвалы, я помню уголовные статьи, которые были за занятия боевыми искусствами здесь в зале. Алексей Штурмин, который 7 лет отсидел только за то, что пропагандировал боевые искусства и отказался подчиняться, в общем, бессмысленным требованиям об их запрете. Поэтому через это проходили российские мастера боевых искусств. И то, что сегодня это проходит в таких залах, то, что сегодня за этим масштабная поддержка государства, то, что сегодня российские школы боевых искусств, российские мастера боевых искусств получают государственную поддержку и государственные награды, я считаю, что все это задает вот тот фундамент, благодаря которому российские мастера боевых искусств будут приносить нашей стране самое большое количество медалей, потому что чаще всего гимн России на спортивных площадках звучит, когда на татами и на ринг выходят российские мастера боевых искусств. Это было, есть и будет предметом национальной гордости. Второй проект — национальная премия «Золотой пояс», целью которой является чествование представителей боевых искусств и спортивных единоборств, внесших существенный вклад в их развитие. Благодаря усердной работе по налаживанию отношений между представителями различных направлений в единоборствах, РСБИ удалось не только отчасти воссоединить стили внутри нашей страны, но и благотворно влиять на процесс объединения школ за рубежом. Удивительно, но совместная работа РСБИ и Kyokushin World Union послужила катализатором к объединению всех основных ветвей сильнейшего японского карате Киокусинкай. Тому есть причины, делающие Россию мировым лидером в мире боевых искусств и спортивных единоборств. Мы не одни совсем. Вот все те люди, которые собрались сегодня здесь, они и помогают собирать наследие Аямы, потому что мы просто, может быть, так получилось, что действительно за счет силы бойцов, за счет того, извиняюсь, достоинства, с которым ведет отношения с другими странами политику Россия, нам получается собрать вместе, потому что мы никого не пытаемся ни поднять, ни опустить, все на тех местах, в которых они заслуживают. А вместе с нами очень много людей, которым действительно дороги боевые искусства, дорого карате из совершенно разных стран мира. Вы знаете, сегодня здесь собралось почти 50 стран. И это праздник. Когда мы проводили 2 года назад в Хабаровске чемпионат мира, многие люди, которые посвятили всю свою жизнь карате, Люк Холландер, Стив Арнейл, они подходили ко мне со слезами на глазах, они говорили: вы знаете, мы не верили,
что в нашей жизни когда-нибудь будет вот такие соревнования, когда-нибудь будет такой праздник. Спасибо вам. Поэтому мы будем стараться делать то, что возможно. Я считаю, что спорт должен быть честным, спорт не должен зависеть от политики, и спорт для молодежи, спорт для будущего. И если у тебя есть внутри желание и силы идти этим путем, это надо делать. А если нет, за это не надо браться. Разумеется, одного лишь желания и стремлений мало, поэтому России еще предстоит приложить массу усилий, чтобы интегрировать в единую мировую систему сотни разрозненных организаций. Но, как заметил древний философ Конфуций, путь в 1000 ли начинается с одного шага, и этот шаг из долгого и благородного пути сделала Россия.